Туристы из разных уголков России спешат поделиться новостью. Они в Грозном. Сегодня маршрут стандартный. От храма Архангела Михаила на платформу высотного комплекса Грозный-Сити, в мечеть и аллею славы. В глазах каждого лишь одно желание – понять, чем так влечет этот город. Они встали в 4 утра и преодолели сотни километров. Но уверяют, оно того стоило. Мы решили сами, узнали о том, что есть возможность приехать в Грозный, и приехали. Мы бы хотели, чтобы посмотрели Грозный наши близкие, наши друзья. Мы сейчас приедем домой, будем рассказывать во всем этом, показывать все, что тут сфотографировали, все, что запечатлели, все, что сняли на видеокамеру. Все это будем показывать, рассказывать. И хотели бы, чтобы наши близкие тоже впечатлились всей этой красотой. Супруги Медгаловы в Грозном впервые. Признаются, что побывать в Чечне мечтали давно. Но все возможности не было. К Новому году муж решил исполнить мечту. Облечившись в подобающую для мусульман одежду, гости ознакомились с внутренним убранством мечети «Сердце Чечни». Мы решили после всех событий, которые были в Грозном, своими глазами воочию убедиться, что он из себя представляет. Мы довольны. Какой народ приветливый. Вот проходили молодые ребята, чечены, здороваются, говорят: здравствуйте, я рада. Около 60 тысяч туристов принял Грозный в этом году. По словам специалистов, к новогодним праздникам поток туристов только увеличится. Чечня готовится принять 5000 гостей. Кроме того, в 2016 году география знакомства с республикой расширится. Мы им будем предлагать программы экскурсионные, конечно, по городу с посещением новогодних объектов и новогодних мероприятий. И, конечно же, будем предлагать наши курорты. Тоже год как действует туристическая база Кизина-Ам. На сегодняшний день она полноправно может называть себя новогодним курортом, потому что там уже вовсю лежит снег, есть возможность кататься на санках, тюбинках, лыжах. Это, конечно, не профессиональные трассы, но для туриста, обывателя, любителя вполне такой досуг приемлем. Такой сегодня увидели Чечню люди, которых приняла столица республики. Те, кто, приехав сюда, привезли кусочек своей малой родины. Возвращаясь домой, увезут в своем сердце частичку Чечни. И вместо отзывов книги пожеланий они разместят свои счастливые фотографии в Инстаграм. Земфира Лулаева, Муслим Типаев, Джамлейл Хаджалиев. Новости.